Собираться на главной площади Сыктывкара участники начали задолго до старта. В 17:00 здесь началась регистрация. Каждому по специальному браслету и страховке от несчастного случая на период пробега. Теоретически присоединиться к колонне мог любой желающий, поэтому цифра в 3300 участников больше протокольная. У меня такой адреналин, я этого ждала 2 года, потому что в прошлом году я была беременна, и мне нельзя было ехать. Поэтому я очень ждала велоночь, и вот решила в такой дождливый день хоть как-то вызвать у людей нашего города, у жителей улыбку, потому что солнышка нам не хватает. А что нашел, то я и делал. Хорошо, я решил, я специально даже бороду не сбривал до велоночи, чтобы еще более походить на викинга. Выделялись участники не только костюмами, но и транспортом. Умелец из Усть-Кулома Алексей Наумик сегодня и вовсе на тарантасе, то есть электровелосипеде, это по-современному. Здесь найдется местечко для пассажира, предусмотрен багажник, бардачок, а корпус агрегата сделан из фанеры. Как вы с Усть-Кулома ехали до Сыктывкара? На чем? На машине. Я внутри машины. Транспорт вообще отличался разнообразием. Подростковые велосипеды соседствовали с горными байками. Профессиональные модели ехали рядом с советскими экземплярами. Да и возраст участников тоже разнился. Организаторы фестиваля этого и добивались, ведь в первые годы акции колонны стартовали после 10 вечера. Комендантский час не позволял присоединиться к мероприятию детям и подросткам. Второй год подряд старт переносят на 20:00. Вот и в этот раз одномоментно выехали Ухта, Ишма, Кайгородок, Печора, Визинга, Усть-Кулом, Карткерос и даже Вологда. О велоночи под проливным дождем узнала вся Россия от Калининграда до Дальнего Востока. На этот раз масштабную прогулку поддержали и федеральные СМИ. А представители российской газеты даже приняли в ней участие. Драйв, энергия, романтика и самые красивые белые ночи. Такой запомнится столица Коми нашим гостям, которые, кстати, успели познакомиться и с другими визитными карточками республики. Мы недавно побывали в селе Иб. Неизгладимое впечатление. Нам даже посчастливилось попасть на дно моря юрского периода и найти там ростро белемнитов. Это совершенно сказочная история какая-то, которая вот с нами случилась. Здесь очень много всего интересного, и я уверена, этот город недооценен туристами, особенно на северо-западе. Нужно ехать в Сыктывкар. Здесь интересного много, здесь много загадочного, и здесь очень теплые люди, несмотря на холод и дождь. Общая протяженность трассы 10 километров. На всем маршруте колонну сопровождали инспекторы дорожного движения, спасатели и даже волонтеры. Последних в этом году было больше 100 человек. И вот он, долгожданный финиш, к которому многие уже идут пешком. Обошлось почти без травм и толкучек, ведь велоночь – это не гонки на скорость, а прогулка по самым красивым улицам нашего города. Александра Головина, Елена Красильникова, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сыктывкар.